Здравствуйте! В эфире программа «7 дней плюс». Я ее ведущая Ильзира Юзаева. В эпоху глобализации и унификации языков и культур каждый народ хочет сохранить свою идентичность. Но как сделать татарский язык привлекательным для молодежи, которая, как известно, появляется на свет уже с телефоном в руках? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Это популяризатор татарского языка в интернете Ильгиз Зигангиров. Ильгиз, исәнмесез? Исәнмесез, здравствуйте. Здравствуйте. Ильгиз, татар малайы, татарча яхшы беләсез? Беләм, биебет. Бегают, блядь. Үзегез тумышыгыз белән кайдан? Откуда вы? Я сама уже правильно начала по-татарски говорить. Так, я родился в Казани. Сейчас мне 38, я родился в Казани. И тогда мне было примерно 2 года. Мои родители переехали в Чистополь. То есть там как бы я вырос, получил образование. Затем, где-то в году, в 13-м, я переехал уже в Казань сам. Ильгиз, а кто вы по профессии? По профессии я инженер приборостроения, то есть я закончил филиал КАИ. Я как бы разбираюсь там в станках, что их изготавливается. То есть такая рабочая профессия у меня. Ну, я скажу нашим телезрителям по секрету, что вы занимаетесь переводом телеграммы на татарский язык, не так ли? Да, но это не такой уж и большой секрет. Да, я занимаюсь где-то с сентября прошлого года переводом телеграмм, да. Почему решили заняться вот этой работой, с чем это связано? Ну, это не работа, это хобби. До этого я как бы занимался переводом с английского на русский. Тоже было хобби. У меня был спортивный паблик ВКонтакте. Я делал переводы для него, то есть переводил статьи с английского на русский. Переводил настольные игры с английского на русский, то есть адаптировал на русский язык. А на Telegram я вообще случайно как бы набрел. Мне нужно было сделать телеграм-бота, который будет по запросу на татарском языке выдавать ответ по какой-либо теме на татарском языке. То есть мы пишем слово, он дает расшифровку, там, что это за слово, имеется в виду как бы справочную информацию, как энциклопедия. Этот бот планировал, что этот бот будет брать информацию из открытых энциклопедий в интернете. Но я его сделал, он давал ответ на татарском языке, но весь вот его интерфейс, то есть буквы, там взаимодействие с ним, оно было на русском. И это как бы сразу диссонанс такой вызывало. И сразу в глаза это бросилось. И я подумал, вы решили перевести сам интерфейс, да? Да, сам интерфейс телеграмма, да. Я как бы начал сначала искать вообще, есть ли татарский телеграм в принципе в интернете. И нашел сайт, форум, где выкладывают версии программ разные, там в том числе и другие программы были на татарском, но вот именно татарского телеграмма не было. Но там была тема, где люди писали, что вот мы локализуем татарский телеграм. То есть интерес есть? У людей есть интерес, это 100%. И как бы поначалу люди как бы с недоверием какой-то, с опаской к этому относятся, но потом они втягиваются как бы в это. Ну, я замечаю, по крайней мере. Они в это втягиваются и начинают помогать, какие-то свои варианты предлагать. Особенно, кстати, вот что интересно, это деревенские, как мне кажется, люди вот прям горят этим. Большое желание есть, да? Но, Ильгиз, смотрите, но ведь вы используете даже некоторые такие вот заимственные слова, древние слова, да? То есть откуда вы их берете? Вам приходится, значит, и в словарях сидеть, да? Ну да, я использую словари, которые вообще в открытом виде есть, которые удобно использовать. Это вот словарь Академии наук, suzlikantat.ru. Там это как бы является таким сборником словарей. Там очень много словарей, порядка 20, по-моему. И там как бы пишешь слово на русском или на английском, он выдает как бы вариант на татарском. Но не всегда этот вариант устраивает, он бывает либо как-то не совсем удобный, там длина у него большая бывает, потому что когда вот переводишь интерфейс Telegram, там же есть... Все должно быть коротко. Не то, что коротко должно быть, там есть, там бывает, что блоки такие, в них вот слово должно быть не больше какой-то длины. А надо, чтобы оно передавало как бы информацию. Саму суть, да. Вот я, например, видела, что вы даже устраиваете некие опросы, например, как перевести то или иное слово. Например, там было, по-моему, слово девайс, да? Эсгаб, жихаз, то есть несколько вариантов, да, предлагались. И какой вариант выбрали больше? Решили оставить так, как есть, насколько я помню. Я уже, если честно,
именно в этих... То есть много было таких опросов? Их проводим постоянно, потому что в какой-то момент я понял, что это как бы в каком-то смысле и ответственность же большая на меня. И когда коллективно такие вещи принимаются, потом уже назад как бы откатываться не нужно, потому что большинство приняло. А я же как бы делаю и для людей, то есть и для близких, и для людей, и как бы мы совместно этот путь проходим, принятия новых слов. Сколько процентов уже переведено интерфейса? Но всего переведено больше 50%. Когда я только начинал перевод, там было порядка, ну, нужно было перевести порядка 30 тысяч вот этих вот блоков текстовых. То есть это либо слово, либо команда, либо там элемент меню, какое-то сообщение информационное. Вот их было 30 тысяч. Но по ходу дела Telegram добавляет новый функционал, и появляются новые команды, какие-то сообщения. Вот подписка там появилась, там тоже очень много надо переводить. И, соответственно, объем тоже растет. То есть я рассчитывал, что перевод будет готов половина где-то к концу апреля. Ну, в принципе, так и вышло. К концу апреля. Уже скоро казалось, да? Да. Но я рассчитывал в целом закончить перевод к сентябрю. Но сейчас уже выходит, что не раньше, чем Новый год он закончится. Следующий Новый год. И плюс еще это тут накладывается как бы багаж вот этот вот тех слов, которые уже были переведены. Мне же нужно переводить дальше, уже как бы помня те уже переведенные слова. Приходится возвращаться как-то по новой это все интерпретировать, там, может быть, старые слова переделать. Это трудоемкость, то есть растет этого, и поэтому замедляется процесс. Ильгиз, ну после того, как все будет переведено, вот нам, нашим телезрителям, надо объяснить, чего мы добьемся. То есть мы добьемся нашего желаемого результата, и из чего он будет состоять. Что это будет? Ну, как бы Telegram, он сам по себе, это же не просто там программа, это же как бы целая такая экосистема, то есть в ней можно и писать посты, публикации делать, сообщения, там выкладывать сторис. На родном языке? И можно будет сделать на родном языке, притом интерфейс тоже будет на родном языке, никакого диссонанса не будет, это будет смотреться как полноценная татарская программа. То есть, когда ты захочешь, например, скачать его в телефон, ты можешь уже закачать его татарскую версию? У Telegram есть список официальных переводов, татарский туда не входит. Пока или вообще принципиально не входит, я не могу сказать, но этот перевод можно будет установить как неофициальный. Таких неофициальных переводов в целом вообще много, то есть не только татарский, там может, какой-нибудь ирландский есть, я не знаю. Но другие языки тоже есть? Да, есть. Да. Вы, наверное, слышали, да, что недавно только проводили опрос, чтобы на татарском языке было, например, и дуалинго. Слышали, наверное? Дуалинго, да, я сам как бы участвовал и раскидывал, и у себя в чате там с переводчиками тоже делал репост. То есть постарался максимально людей сагитировать, тоже голосовать, чтобы был вот этот вот язык дуалинго. Да. Насколько людям вообще, вот татарам, молодым татарам, хочется общаться в интернете именно на своем языке в каких-то социальных площадках? Ну, язык – это же как бы средство самовыражения. А молодежи очень важно как-то себя выделять, показывать по всем вот татарским мероприятиям, татарский Силяшем, те же самые фестивали, там разные, Таткультфест вот проходил. Видно, как бы, что людям это интересно. В этом же есть фишка своя. Плюс у меня вот даже на работе есть вот парень, он сам русский, но у него жена татарка, и ему вся вот эта вот культура татарская, ему интересна. И вот когда я ему показываю, например, современных татарских артистов, он втягивается, он говорит, вот это да, как интересно, типа, делают. И Telegram, он как бы поможет людям, молодежи, он поможет, не выходя из татарской вот этой среды, как бы показывать, писать на татарском и уже не переходя на русский. Ну, сегодня же коммуникация вообще как раз происходит в интернете, так? Ведь молодые люди друг друга находят и общаются, и меняются информацией именно в интернете. Да, именно поэтому как бы я считаю, что вот перевод Телеграма это очень важно. И плюс еще, как бы я, ну, может быть, как-то себя переоцениваю, но я считаю, что я как бы закладываю какой-то фундамент, что ли, для формирования вот этой вот татарской какой-то IT-культуры, потому что я там, коллектив, вот этот мой какое-то сообщество, мы придумываем новые слова,
вводим их в обиход, как бы, и вместе с ними как бы, мы вместе проходим вот этот путь привыкания, изобретания новых слов и как бы их вот встраивания в жизнь. Ильгиз, ну вы, конечно, я не скажу, что вы новые слова какие-то изобретаете. Вы, в принципе, что-то возвращаете, не так ли, из нашего исторического прошлого, Да. забытого прошлого? Да, да, конечно, само собой. Как бы, если есть какие-то старые слова, которые... Да, которые раньше не, ну, которые уже в наше время практически не используются, да? Да, но при этом не хочется, чтобы это было, как бы это называется, ну, совсем уже... Очень старое слово, да, непонятное. Старое слово и каким-то оттенком. Может быть, арабизм какой-то, да? Арабизм можно использовать, как бы проблем в этом нет, но в IT вот этой сфере там как бы есть термины свои, и их переводить на то же самое. То есть там не надо стесняться там и с английского брать заимствование, и в то же время, если есть возможности там брать арабский или там турецкий какой-то язык, то их тоже надо брать, потому что они на татарском звучат более органично, и человек как бы их легче воспринимает. Это же андроид. Вот как перевести андроид, татарщага? Наверное, уже никак, а имя? Ну, это же термин. Да, и вот даже вот, например, словосочетание сотовый телефон, керязли телефон, все равно как-то звучит, мне кажется... Но это уже правильно переведено. Уже, да, но это правильно переведено, прям дословно переведено, так ведь? Ну, потому что в его основе лежит как бы технология вот, сотовых распределений, да. Но оно не используется. Вот керязли телефон очень мало говорят когда, да? Да. То есть сегодня говорят уже просто андроиды, телефоны и так и далее. Скажите, вы сказали, в моем сообществе, сколько вас таких? Ой, ну кто вообще занимается как бы переводами, я не знаю, ну... Ну, у вас же есть какая-то группа своя, да? Лично у меня, да, есть группа, как бы мне помог ее сделать портал «Миллиард татар», когда я только начинал переводить, как бы я случайно там набрел на какое-то там сообщение, что пост от них, то есть они как бы писали о каком-то проекте, интернет-проекте, который переводит на татарский язык, я сейчас уже не помню кто. И там же был вопрос, типа, если вы чем-то занимаетесь, то напишите нам тоже. Я как бы написал, я перевожу татарский, телеграм на татарский язык, один перевожу. Помогите, вместе будем. Помогите, я не писал, может, надо было. Но они удивились, как бы позвали меня к себе, как бы выдали интервью какое-то, за что им спасибо, конечно, большое. И они предложили мне организовать чат, куда мы сможем приглашать как бы в целом волонтеров и переводчиков тоже, там себе смогу набрать. И вот так вот потихоньку как бы пришли люди. То есть, ну как бы мы говорим, пришли люди, то есть они на самом деле никуда не приходили, они как бы к вам в интернете, так? Да, друзья, да. Ну, конечно, они были, просто мы как бы нашли друг друга, получилось вот так вот. Ну вы познакомились, это чат волонтеров, сколько человек там состоит? Именно в чате волонтеров, те, кто не конкретно переводами занимается, а в целом как бы какие-то свои проекты рассказывает, обменивается опытом, но в то же время помогает слова иногда там новые придумать. Их там, ну, где-то по 200 человек вот на сегодняшний день. А именно в чате, где вот переводчики именно вот моего перевода Telegram сидят, там где-то человек 50, наверное. 50 человек. Что это за люди? Это филологи, кто они такие? Или как вы, там, я не знаю, там есть и программисты, наверное, есть, да? Студенты, программисты, артисты, там, какие-то люди, кто, может, на досуге, пенсионеры есть. Я как бы лично там знаком буквально там с одним-двумя людьми. Но при этом они, можно сказать, что они в совершенстве или качественно владеют языком, да? Я как бы стараюсь, опять-таки, вот это вот... как бы не одинаковость уровней минимизировать за счет того, что мы проводим опросы по сложным словам каким-то, и за счет того, что я стараюсь получать обратную связь как бы от всех пользователей и реагировать на нее. Активные волонтеры? Да, волонтеры активны. Я как бы могу прям просто написать вопрос, то есть как вот смотрите вот на такой вариант, и там сразу начинаются там ответы. Обсуждение, да? Да, но тут как бы другой момент, они могут не знать каких-то нюансов там именно платформы самого перевода, то есть они предлагают вариант перевода, но он не подходит, потому что он очень длинный, либо он берет слова, которые ранее не использовались, вместо тех слов, которые использовались уже в переводе Telegram. Ильгиз, ну последнее слово за вами.
То есть вы как бы решающий. Ну, мне как бы говорят: Ильгиз, что ты не спрашиваешь, ты же главный. Я говорю: нет, я не могу так. Как бы я максимально стараюсь, чтобы все принималось коллективно, потому что когда коллективно принимается, люди, соответственно, в этом чувствуют свое участие и как-то более охотно это используют, распространяют информацию про это. Вот. Ильгиз, ну вы же за это не получаете деньги, так ведь? Это не работа, вы сказали, Нет, да? это не работа. А зачем тогда вы это делаете? Ну, во-первых, я делаю это для себя, для своих близких, для своих родственников. Ну и в целом, как бы, я считаю, что моя миссия, можно так назвать. Мне это интересно, и я от этого получаю удовлетворение. Как бы. Ильгиз, ну вы же видите, да, что у нас сегодня некоторые даже официальные сайты не имеют перевода на татарский язык. Да, я как бы не скажу, что я часто по официальным сайтам хожу, но... Мы-то ходим, мы журналисты знаем точно. Да, ну... Или, да, например, заявлен язык, но когда ты начинаешь заходить на эту страницу, то там обычно или некачественный перевод, или его нет вообще. Да, есть такое, бывает. С чем это связано? Как вы думаете, этот пробел все-таки нужно ликвидировать? Как вы считаете? Ну, я считаю, что это происходит потому, что, может быть, от пользователей обратной связи нет. То есть, как бы у нас не принято жаловаться, там, что татарские там не используются, и люди заходят. Ну, и на русском же есть, в принципе, понятно. А сейчас на татарский переключать, там разбираться надо, слова вспоминать. Ну, это какая-то проблема курицы и яйца, наверное. Согласно закону о двуязычии в республике, должен быть или нет? Ну, на официальных сайтах точно должно быть два языка, это 100%. Я вот даже иногда захожу, например, на электронной площадке, например, школ или детских садов. То есть там всегда есть информация на русском языке о проведенных мероприятиях, там, о каких-то важных исторических датах. Но на татарском языке зачастую не бывает информации. Мне кажется, даже в школах с татарским языком обучения такое происходит. К сожалению, это ожидаемо, что так будет, потому что, ну, как бы, мы должны как бы сами себе признаться, что с татарским языком у нас, в принципе, дела не очень. Как бы, использование его и как бы в культуре, интернет-культуре он, ну, как бы не на первых ролях, скажем так. Понятно. А когда началось вот это все угасание, по вашему мнению? Это надо изучать. Это отдельный вопрос, как бы проводить вот эту аналитику, какие-то исследования. То есть это не сегодня и не вчера, так ведь? Нет, это не сегодня, не вчера. Как бы это видно потому, по развитию технических вот этих средств на татарском языке, банально вот переводов программ, насколько они новые, там, как часто обновляются. Вообще, сколько татарских программ, как бы, об этом как бы никто и не исследовал. И эта проблема возникла даже не с приходом интернета, да, в нашу жизнь. То есть она была и раньше. Вы вот как-то сказали во время беседы, что чуть ли не с начала века идет вот это уже, так скажем, угасание. Ну да, если рассматривать как бы с исторической точки зрения, то язык, он же должен, в нем должны новые слова появляться в процессе вот прогресса, да, то есть появляются новые какие-то профессии, новая деятельность, какие-то новые явления, может быть, происходят, новые открытия, их надо как-то обзывать, и новые слова так или иначе должны появляться. Должны были появляться. Должны были появляться, а в татарском языке такого нет. Ну, вы знаете, что многие вот, научные труды, они были, в свое время они писались и публиковались на татарском языке. Вот в 60-е годы целые школы были, которые работали исключительно только на татарском языке. Но вот, видимо, в каком-то месте у нас получилось упущение. То есть язык, он ведь должен... Если он останется только языком кухни, как вы считаете, у него есть будущее у такого языка? Конечно, нет. Нет, да? Значит, он должен войти в жизнь и в другие сферы, так ведь? То есть в научные сферы, в образовательные сферы. Не так ли? Ну, если как бы с инженерной точки зрения смотреть, как бы язык, он же, так называется, развивается в процессе того, что он... Что-то происходит, что-то изобрели, например, что его используют. Да. А использование – это как бы какой объем информации передается там за минуту, там, за единицу времени какую-то. И если вот в интернете смотреть, то в интернете он мало используется, татарский язык. И, соответственно, мало используется, мало вещей описывается, и поэтому мало слов появляется. Хотя, например, в чатах татарский язык, как бы он активен, да? Ну, активен, но вот профессиональные какие-то
сообщество, допустим, вот я инженер приборостроения, я разбираюсь в станках, допустим, металлообработке. Вот как перевести на татарский слово «токарь»? Как перевести на татарский язык слово «станок»? Там, Ну, станок бывает, да. нет? Резец. Резец, кискаш, я не знаю, как Может, сказать. может быть, а может нет. Как бы этого... Металлный шкерту, я Да. не знаю. Ну, опять, видите, опять увеличиваем, да, по размеру. То Да, есть, увеличиваем. Да. Но- Если в русском языке только из одного слова состоит, то в татарском уже тут 2-3 Да, слова. тоже верно, да-да-да. И как бы это всегда будет выглядеть как какая-то громоздкая конструкция. И Потому что мы описываем предмет, мы начинаем уже его описывать, а не конкретно говорим об этом предмете, не так ли? да-да-да, мы не говорим, что Да, это что это какая-то он, квадратная штука с заточкой на какой-то стороне. Мы говорим, это вот эта штука. Да, У да. нее конкретно есть название. Ильис, ну вы очень хорошо владеете татарским. Скажите, откуда эти корни? Как я уже сказал, я вырос в Чистополе, и я учился в татарской гимназии. Вот ведь. Вот они, откуда корни-то, да? Да. Я очень благодарен учителям. А у нас математика, по-моему, была на татарском, математика, физика, химия. Нет, химия была на русском. Но старались как бы максимальное количество предметов давать на татарском. И учебники тоже были на татарском. На татарском языке. Ильгиз, ну в жизни вам татарский язык как бы пригодился, или же он только вам мешал? Потому что многие родители считают, если вдруг у них ребенок будет обучаться на татарском языке, то вдруг он может забыть другие языки. Но, если честно, это, мне кажется, смешно, потому что любой язык, в нем есть как бы заимствованные слова. Тот же самый русский, это там очень много слов заимствовано, в том числе из татарского. Все эти башня, башмак, там... Карандаш. Карандаш, деньги, очень много слов, они же все заимствованные. То есть, как бы, да, это русское слово, а начинаешь копаться, а на самом деле татарское. Или английское. Как бы, и поэтому, как мне кажется, человек, который говорит, что... Язык может как-то помешать Нет, развитию? Что есть вот чисто русское слово там и чисто татарское, это непрофессионально как-то, мне кажется. То есть для развития языка это жизнь необходимо, чтобы он мог заимствовать. И как-то язык это живая как бы вещь. И в процессе роста он так или иначе взаимодействует, что-то берет, что-то там под себя переделывает. Это нормально, наоборот, он так должен делать, он так и развивается. То есть вы же поступали, как я понимаю, в институт, при этом знания получали на татарском языке, но поступали в институт уже, где экзамены были на русском. Да. Были ли сложности? Вообще не было сложностей. Но я как бы поступал в своем же городе, то есть филиал КАИ я поступал. И главные там предметы были на экзамене на русский язык, математика и физика, по-моему. Не знаю, учебники у нас учебник по физике, по-моему, был на русском, а преподаватель рассказывал на татарском. Как-то так было. Я уже не помню, давно было. Ну понятно, но то есть физику вы на 2 языках знали, это точно? Да, да. Но физика школьная как бы не самая как бы такая сложная вещь, чтобы там на 2 языках ее понимать. Да, ну и математика также, то есть плюс он и в татарском языке плюс, и в русском языке плюс, не так ли? Да, да. То есть там алу, кушу, она меняется там? Я читал, что наоборот, ребенок, чем больше языков как бы использует, у него тем лучше мозг как бы работает. И в их возрасте, наоборот, надо не то что заставлять, мотивировать их общаться и на этом, и на обеих языках. И то есть, если ребенок проявляет интерес, то наоборот, поощрять его. Ну, как вам кажется, что сегодня нужно сделать, чтобы именно татарский интернет, он стал популярным, чтобы люди не просто придумывали слова, чтобы был не только чат волонтеров, но и чат пользователей? Я как бы сторонник того, как это называется, того, что... Насильно мил не будешь? Нет, я о другом, что все вот эти программы, которые используются, они должны быть максимально свободными для использования. То есть и в этой парадигме, скажем так, считается, что все вот это развитие программы, их должны двигать волонтеры. Поэтому я считаю, что волонтеры это как раз-таки нормально. То есть должны быть активные люди, которые именно говорят, показывают, как это просто, как это необходимо, да? Как это круто, как это круто, как это модно, как можно выделиться, как можно внести как бы лепту в развитие языка, что на самом деле
язык, он не только в кабинетах как бы растет, там не только седые головы какие-то там умудренные его растят, но и мы с вами, как бы простые люди, когда пытаемся описывать вещи, которые вот мы в повседневной жизни используем. И мы общаемся на этом языке, Да. так ведь? Если мы не можем общаться как бы в реальном времени, да, то мы можем общаться в интернете. Да, интернет как бы сейчас занял большую сторону нашего общения, мы уже к этому привыкли, и поэтому, что в интернете все это происходит, это как бы нормально, так может и должно быть. Но и в то же время слово ты сказал, оно как бы прозвучало и забылось, а в интернете оно раз и зафиксировалось, ты уже можешь как бы пролистать, прочитать, переслать можешь. То есть оно остается в истории, Оно так? еще остается в истории, да. То есть если ты один раз перевел, то получается оно уже осталось в истории, Да, оно перед да? глазами у тебя еще висит, и у кого-то еще перед глазами висит, и оно в голове остается. И плюс еще, когда ты пишешь, ты же задумываешься, как оно пишется еще. Да, то есть тут уже и зрительная память, да, включается, и слуховая, если ты его произносишь, Да. так ведь? Но, Ильгиз, ну я тогда абсолютно, как говорится, была обеспокоена вначале о судьбе татарского языка. Теперь я рада, что у нас все так хорошо, Алла Берса. Не скажу, что прям хорошо-хорошо, но... Мы будем оптимистами. Да, нет, оптимистом надо быть всегда, но, насколько я знаю, по-моему, пару недель назад вышла статья у кого-то, что татарский язык начал больше использоваться в интернете. Вот. Спасибо вам и за это интервью, и за вашу работу. Бигзур Ахмед, сизге сау болыңыз. Да, рахмет.